Казимін Караси. От така пісня є. Слухаємо. 2 минути 21 секунда. Поїхали. И врать не буду, я даже гимн Казахстана не знаю, я вот российский гимн знаю наизусть. Казахи, блядь, сосали у белых людей. Да, чтобы русский мир пришел на твою родину. Да не вопрос. Приходите, мы вас будем рады. По Иртышу, вот так это наше, это Алтай, ее Наша это Алтай. чья? Наша, ты себя к кому относишь? Россия. Казах Алкунам Кишарим Сурайман. Дорогие казахи, уважаемые, прошу прощения, конечно. Я конкретно осознал, что я допустил. Я извиняюсь перед своим Казахстаном. Алга, Казахстан. Қазақтың нағанаса, жас үлкен ағасы. Ну, до этого, до войны, до полномасштабных вторжений, до 2014 года, чем занимался вообще твоя обычная жизнь? Я обичний чоловік, я звичайна людина, в мене є сім'я, в мене є робота. Я з 98-го року працюю в торговлі. Ага. Я сам продажник. То есть я знаю психологию, как нужно продавать, как нужно, как говорится, сделать так, чтобы выбрали именно твой товар. Я знаю психологию покупателя, что покупатель хочет, какие точки, на какие точки нужно нажать, чтобы покупатель купил именно твой товар. Поэтому это такая, проактивная позиция жизненная. Мы каждый день продаем. Ага. Был участником помаранчевой революции, такой, еще был молодой. Возили помощь, большую кастрюлю борщу в наш дом сварил. Активный участник Евромайдана. И вот такая сейчас у меня проактивная позиция. Сейчас активно слежу за событиями и в Украине. Ну и так получилось исторически, что уже стал интернациональным блогером, когда появилась такая широкая аудитория из Казахстана, много подписчиков с Беларуси. И стараюсь так в это трудное время, чтобы аккумулировать силы вне Украины для поддержки Украины. Понял. Василий, а как ты наткнулся или как ты нащупал казахстанскую аудиторию? Вообще, как произошло вот это касание первый раз? Ну, скажу так, это не я ее нащупал, это она меня нащупала. Я не фокусировался на Казахстане. Так как я выходил в эфир в разные страны, мне попадались собеседники из Казахстана. И я обратил внимание, что большой интерес, когда идут просмотры, казахи активно комментируют. Они соглашаются или, наоборот, не соглашаются с моим собеседником. И таким образом я начал больше обращать внимание на Казахстан, потому что, наверное, где-то почувствовал, что сейчас это важно для тех людей, которые смотрят. Никаких фокусов, никаких векторов у меня ничего не было. До одного момента, когда я встретил в эфире, это было 20 сентября 2020 года, такого уже как бы известного персонажа, это Кирилл Башко. Ты можешь не называть этот народ обезьянами? Мне противно, когда ты говоришь. Я тебе еще раз говорю, это обезьяны. Это житель города Рудный, который, а как оказалось, не только меня взбесил во время разговора, так поднял на уши весь Казахстан. И многие знают эту историю. Если очень подробно, где-то в 10 часов вечера был диалог, это по Киеву. В 12 ночи я не сдержался, выложил этот ролик. 12 плюс 3 часа, это было 3 часа ночи в Казахстане. И в 6 утра уже на утро его нашли. И в городе Рудном, на улице Дзержинского, уже его ждали несколько групп людей. Это казахский джигитер и чеченский. Я не знаю, правда или неправда, но так вот получилось. И когда уже наступило утро в Киеве, я проснулся практически знаменитым казахским блогером. События быстро развивались. Этот персонаж не дурак.
бизнесмен, он позвонил в полицию, сдался. За 3-4 дня ролик набрал около 350 тысяч просмотров, и YouTube его удалил. Удалил? Удалил, да. Почему? Мова ворожнечі. Ну, там же ж и там и про нацизм говорили. Там, короче, за Сталина. И вышло так, что, ну, не на мои реплики, я себе вел более-менее адекватно, и просто это, ну, гнида вскрывалась, и она наговорила, что YouTube удалил. И Это его высказывание было язык вражды. YouTube не детализирует, где это все произошло, но я подавал апелляцию, ничего не получилось. Ну, думаю, что не просто модераторы YouTube, где-то еще кто-то там помог этому ролику, потому что большущий резонанс. И вышло так, что у меня плюс 10 тысяч подписчиков. У меня было, по-моему, 10 всего, и еще за пару дней плюс 10 тысяч. И в YouTube студии я посмотрел, 75% подписчиков оказались из Казахстана. Ну, естественно, я следил за комментариями и все остальное. И когда вот эти страсти уже утихли, ну, я честно вышел к людям, говорю, чем я могу быть вам, казахам, полезен. Ну и мы так путем голосования, путем коммуникации выяснили, что давайте хотя бы раз в неделю я буду уделять больше времени визитам по Казахстану в той же самой чат-рулетке. Ну и так пошло, и вот на сегодняшний день вышло так, что мы друг друга, ну, еще не разочаровали, я и казахский народ, и мы стараемся вот активно вести коммуникацию, и общение с чат-рулетки уже переросло в более что-то такое массовое, культурное. Наши стримы — это уже культурный обмен, мостик дружбы Украины, помощь Казахстана Украине. Поэтому вот так вот исторически сложилось, что я стал интернациональный, ну, наверное, самый известный из украинских блогеров в Казахстане. Ну, Джасик, это не Джасик, он не постарел. Уалейкум салам. Қалайсыз, амансыздар ма? Шүкір, Батыс Қазақстаннан, Оралдан. Оралдансыз ба? Мен негізінде Қарат мына Жымпиты Сырым ауданында кіндік тамған жер Бұлдырты дейтін совхозда. Ага, ну все, землетин. Алашамын. Жерлес, да. В гости приехал, кино про меня снимают. Скоро на Оскар буду претендовать. Деревянный. Фанат, это мой фанат. Не переключайся, стой. Специально приехал человек из Казахстана. Говорит, что не все такие ёбнутые, как ты. Он мне говорит, Василий, вот серьезно, вот один такой в очках, в шапке, один только. Поэтому я верю, что ёбнутых только ты один. Переключайся нахуй. О, пан Василий. Смотри, Пан Василий, он знал, да, вообще без смотри, фаната. нет, это мой фанат. Аслан специально пригласил из Казахстана человека, который вот сегодня был в Киеве, на днях был во Львове. Можешь позадавать вопросы по Украине в прямом эфире. Да, нет таких вопросов. А ты что, ты эфир уже ведешь, да? Ты записываешь? А что, я всегда веду эфир. Василий, у меня один такой вопрос. Скажи, пожалуйста, Василий, тебе зачем ты лезешь в Казахстан? Тебе какая разница, кто у нас на каком языке Это говорит? не я, это Казахстан ко мне лезет. Вот человек приехал из Казахстана, познакомься, Лукпан. Как? Лукпан? Фанатом я. Да, он в КНБ работает, привез мне зарплату за 3 года. За 3 года была задолженность. Карточкой не работали, наличкой привез. 2 ведра денег. Ну ладно, он с Украины, наверное, ты что? Жоқ, Оралданмын, Батыс Қазақстан. А он не знает казахского. А какая тема эфира-то, Василий? В смысле, қазақша сөйлеймін бе мен? Он стесняется казахского. Но Нет, тема хорошо, эфира, время. живой казак приехал в Украину. Можно задать прямые вопросы, что он видел, без телевизора, без посредников каких-то дел. Блин, почему-то со звуком сегодня у тебя очень плохо. Как только серьезный вопрос, сразу плохой звук. Вот как? так Не-не-не, можно я быть? не вру, чел, серьезно. Ну как, ты меня слышишь, а Лукпана не слышишь? Как относится к войне на Украине, давай спроси. Давай, потом поговорим.
У нас еще в прямом эфире есть звонки. А, вот в чем дело. Ассалам алейкум, бауырым. Ассалаумалейкум, қалайсыз, пан Василь? Жақсы. Айналайын бауырым, Украинада жүрген, қалайсыздар? Ел, жұрт, мал, жан аман ба? Аман, бәрі жақсы, рахмет. Қазір Қазақстан кәдімгідей уайымдап отыр. Егер де Украина болмағанда біздің көзіміз ашылмайтын еді. Бізде көптеген мәңгүрттер бар бізде. Мына қазір біздің Қазақстанда қазір Аслан деген өзі хабарласып тұр ғой сізге. Я не понимаю, почему вы лезете, да? И надо, я думаю, пан Василь, вот этот Аслан, наверное, он от смешанного брака, не знаю, ну от кого. Ну почему, если он нормальный казах, он нормально должен принимать вот это все. Его что-то задевает он. Не знаю, наверное. Ватник, это же понятно. Нет, или ватник, или метис от кого-то, не знаю. У нас же много же там разных диаспор же живут. Не, ватность не имеет, нации не имеет. Ватность это как состояние души, когда человек, он может быть не ватником, он может быть, знаете, как это, ой, не разжигайте, а то Путин нападет. Ой, не делайте, Это же ватник. Да, Василий, это ватник, прям самый натуральный ватник. Вот который, ой, не разжигайте, а то дядя Вова придет, нападет, но это вата. Лично мое мнение. Не знаю, пан Василий, не знаю, если его среда такие там шовинисты, да, или там ватники, но любой нормальный казах, он должен понимать, что цель пана Василия, что у нас выявлять таких коллаборантов или сепаратистов. Ладно, идем дальше чуть-чуть. Давайте, еще У нас сегодня охота, андаватор, короче. Пан Василий, а вот я правильно понимаю, такой контингент людей, которые условно живут люди в одной стране, там, предположим, не в России, в какой-то запредельной стране, а вот мыслями, головой в России, там, предположим, да, вот у них вот такая вот позиция жизненная. Я правильно понимаю, это значит и в Украине вы с этим сталкиваетесь? Мы были тоже зачарованные этой, не знаю, Россией, дружбой с Россией, триединство народов. Мы были, немножко такие глуповатые тогда, когда мы все думали, что вот Россия все-таки наш друг, наш брат, там, я не знаю. И получается, что сейчас вот то же самое переживает Казахстан. Телевизионная пропаганда, какая-то непонятная солидарность, я русский, потому что я за Россию, не имеет значения, там, права Россия, не права. Сейчас делают вот такую же картинку, которая вот была у нас, что вот эти все элементы, они независимо от правоты, неправоты, они встают на сторону вот этого зла и тем самым поддерживают агрессивные действия против моей страны, геноцид, оккупация территории. И когда казахтар смотрит на это все дело, они транслируют это все на себя. Что эти элементы будут делать, когда русский мир шагнет по Казахстану? И это страшно. Это очень опасные тенденции, когда люди уже в открытую поддерживают убийство, оккупацию. Сейчас я анализирую ситуацию, смотрю, какие были предпосылки, какой был фундамент для той агрессии, которая складывалась в Украине. Она зеркально сейчас отображена в Казахстане. Заявления политиков, которые говорят, Казахстан не до государства, вас придумал Назарбаев, там, не знаю, или вас не существовало. Северная часть Казахстана — это исконно русские земли, город верный Алмата. Вот мы эти все нарративы мы все хорошо знаем. И политики не самого низкого ранга, да, достаточно высокого уровня политики делали такие заявления. Это о чем говорит? Говорит о подготовке почвы. То есть они не думали, что на Украине они так застрянут. Но думаю, что Россия получит очень хорошо по зубам, и им нужно будет какая-то небольшая победоносная война. Она сделает это грязное черное дело в Казахстане. Мне бы очень не хотелось, но нужно быть готовым к тому, что следующий будет Казахстан. Очень бы хотелось, чтобы я ошибался, но нужно быть готовым к самому худшему. О, Игорек. Добрый вечер. Алматы. Специально для тебя пригласил казахов в Киев, в Украину. Можешь позадавать вопросы. На русском языке он понимает, кстати.
Вы так примитивно меня прям это вводите в курс дела. Пригласил казахов на русском языке. Вы скажете, что я провокатор, то все. А вот человек, который ваш, из Казахстана. Последняя наша встреча говорит, нужно всем остановиться, зафиксировать, вот Украина и Россия, зафиксировать, чтобы никого не убивали, и все, типа, мол, ну, заморозить все. Вот человек хочет, чтобы я предал херсонцев, мариупольцев, там, ну да, я понял. Это примерно так же, как если бы Рашка напала на нас, допустим, под своей мощью оттяпала пол Западно-Казахстанской области, мы там застыли бы, и потом кто-нибудь пришел и сказал, ребят, ну ладно, давайте вот пол Западно-Казахстанской области отдадим, хрен с ним. И вот на этом остановимся. Главное, чтобы не убивали. Да, главное, чтобы не убивали. Ну, так, Игорь. Земля никуда не денется. Если справедливость на вашей стороне, она и восторжествует. Как она? Кто должен наказать тех, кто разрушил мой город? Кто накажет? Где эта справедливость? Мы же ждем ее. Время накажет. Это несравнимо. Короче, вот таких вот кадров, он же из Казахстана, да, чувак этот? Да, Алматы, он... Вот как вы думаете, вот в случае такого благоприятного сценария, скажем так, хорошего сценария, каковы перспективы взаимоотношений между Украиной, Казахстаном и вообще вот другими странами вот, из Центральной Азии? В идеале мне бы очень хотелось, чтобы у нас был общий кордон. Общая граница. Общая граница. Сейчас мы народ с народом, да, правительство, наше правительство с казахским правительством, она действует в рамках какой-то норм дипломатии. Мы понимаем, что Украине не нужны сейчас какие-то дополнительные проблемы с Казахстаном, поэтому мы, господин Зеленский поздравил Тукаева с переизбранием и так далее, и так далее. Это все так надо делать, но то, что делает простой народ, это самая настоящая взаимовыручка. Мы очень активно смотрели и держали кулаки, когда был Кантар. И мы очень сейчас видим, как мобилизировался Казахстан в помощи Украины, начиная с первых дней широкомасштабного. А большая часть моей аудитории с 2014 года понимала, что произошло, и аннексия Крыма для них была тоже определенным триггером, чтобы вот стать на сторону Украины. И у нас флаги одинаковые, у нас козак и казак, это имеет одинаковое значение. Я думаю, что активно и казахский бизнес будет принимать участие в восстановлении Украины. Чтобы хотелось, чтобы больше Украины прониклось в Казахстан, потому что очень много украинцев в Казахстане, этнических украинцев, которые стали русскими, которые забыли свои корни, которые забыли свою нацию. И, к сожалению, участники моих вот этих диалогов, это 80% украинцы. Очереднюк, Бошко, Остапенко, Атаманчук. Ну, это все зросійщені, обрусевшие украинцы. Мало уже знать, что украинцы это борщ, украинцы это вышиванка. Украинцы это европейская нация, украинцы это современные креативные люди. И мы бы хотели, чтобы вот этот обмен уже был немного осовременен. И казахи умеют быть благодарными, и украинцы умеют быть благодарными. И мы обязательно, скажем так, когда это все закончится, когда это все станет на свои места, посетим. Я с удовольствием, я был в Казахстане, я бы хотел еще посетить. Во-первых, сейчас это невозможно, потому что мы не выездные. Во-вторых, я сказал, что я приеду в Казахстан тем же рейсом, которым приедут казахские патриоты, которые вынуждены были уехать, сбежать. Это Вирам Канапьяк, Уат Ахметов. Тем же рейсом я готов приехать в Казахстан. Друзья, короткий экспромт, все детали потом еще будут включения, будем чаще встречаться. Несколько слов на завершение нашим зрителям. Ну, что я могу сказать? Я, во-первых, очень рад, что я снова в Украине. И надеюсь, что третий наш визит, это будет визит на День перемоги Украины. Когда здесь будет все, там праздник колоссальный и так далее. И мы с паном Васильевичем сгоняем в Крым, украинский Крым. Соответственно, да? Обов'язково. Да. Слава Україні! Героям слава! Друзі, на завершення нашої славні України і Казахстану. Слава Україні! Алга Казахстан!